В прошлой программе мы обещали вам рассказать о том, как распределяют медикаменты, которые были получены по линии гуманитарной помощи среди амбулаторных больных. По информации Минздрава, для тех, кто лечится на дому, поликлиникам был выдан противовирусный препарат Фавимол. Мы отправились в Сухумскую городскую поликлинику, чтобы узнать, получили ли они такой препарат, есть ли он в наличии и кто имеет право на это лекарство. Сухумская городская поликлиника, большинство жителей города относятся именно к этой поликлинике. Здесь им должны оказывать консультационную помощь, в том числе и ковидным больным. Сегодня мы будем рассказывать вам о том, какие услуги здесь оказывают, на какой главной основе, бесплатной, платной, и подробнее расскажем о том, что и как здесь устроено. Есть гуманитарная помощь. Да. Да. У людей возникает справедливый вопрос, потому что мало кто говорит, что вот мне дали бесплатно, я лечусь дома, но не слышала, чтобы кто-то сказал, что я что-то получила бесплатно по линии гуманитарной помощи и так далее. Стационаром все ясно, да, там обеспечение идет от государства, а вот для амбулаторных больных в Минздраве сказали, что есть препарат, который мы распределили по больницам. Да. Есть у вас мы такие тоже данные? получили, да. Вот рецепт, а мы выдаем. Выписывает врач рецепт, фамилия на больного. И препарат с печатью, с подписью, все. Мы выдаем. Ага. А сколько выделили? Сколько вот Минздрав, количество, которое выделили? 58 упаковок выделили. Это Фавимол, да? Да. А, об этом Вот интересно. я могу показать, он у нас есть, Да. пожалуйста. А по какому принципу, да, ограниченное количество, допустим, пациентов сколько лечится сейчас в городе на дому? Препарат. У нас есть наличие. Там на курс лечения сразу где-то две упаковки идет на курс лечения уходят. Потому что очень большое Да, количество. да. Ага, ну а здесь получается, скольким вы уже дали? Мы его получили недавно. Ага, Да. Какое количество вы раздали? примерно. Сейчас не Так. считала, что говорю. На всех Но хватит? если это всем? не Нет, всем же конечно. выдается. Это те же, у которых протекает тяжелая форма Сам болезни. препарат тоже сложный. Да, очень тяжелый тоже Да. препарат, потому что там очень много побочных Да. явлений тоже. Это избирательно все назначается. Цель нашей съемки была и в том, чтобы еще раз напомнить людям о праве на получение бесплатной медицинской помощи, услугах, которые им обязаны предоставить. Да, требуется капитальный ремонт. Помещения очень старые, такие стены обветшие, да. Здание старое, да? Здание очень, да, старое. Неоднократно вот написаны письма, да. Ну, кое-что по мере возможности. Там вот сейчас нам помогли сделать в регистратуре кабинеты. Ну, Частично косметический да, ремонт, частично, видим. да. Но это вы своими силами делаете или все-таки Нет, и при поддержке тоже и мэрии, и Горздрава при обращении нам оказывают там внимание. У нас существует регистратура, куда каждый больной может позвонить, каждый пациент, ему дадут соответствующую информацию, адрес участкового врача, кому он может перезвонить и получить информацию. Это пандемия у нас с августа месяца в основном. По сегодняшний день мы вот ведем учет более 5000 человек. Это очень большая была нагрузка. Это была очень большая нагрузка, причем были моменты, когда врачи сами заболевали и сидели на карантине дома. Категория других больных, да? Мы Да. сейчас больше говорим о ковиде, но есть и Конечно, конечно. другие заболевания, Да, которые не менее да. опасные. Конечно, что мы можем абсолютно лабораторные исследования в полном объеме, рентген-исследования, УЗИ-исследования, у нас все в поликлинике это осуществляется, да. Но эти услуги как оказываются? Платные на бесплатные? Нет, основе? услуги платные. Хотя в поликлинике существуют частично платные услуги для определенной категории людей. Я скажу вам, это кто? Это лица, которые иностранные граждане, которые находятся на территории республики при прохождении медосмотра, в частности, это рентген и заключение терапевтов, они платные. Водительские справки для прохождения медкомиссии тоже платные. Есть еще у нас БТО. Это для бюро телесного осмотра для декретированного населения.
Это продавцы, сотрудники общепитов, у них платный медосмотр. И у нас есть еще категория инвалидов войны. Мы им здесь выдаем льготные рецепты формы номер 148, и они получают эти препараты и в Абхаз-фармации, и в специализированной аптеке по улице Энгельса. Можно здесь сделать? Прийти людям, у кого какие-то заболевания? Во-первых, нужно прийти с направлением от врача. Какие именно исследования врач хочет видеть у этого больного? На какой основе проводится? Вот вы сказали, есть частично платные Да, услуги, да. есть бесплатные. Да. Платные услуги для Я вам, иностранцев. да, для лиц, проживающих на территории Республики Абхазия, это мигранты, это БТО, проходящие профосмотры, и для водительской справки, для водительской комиссии. Где это вот человек приходит, он же должен где-то видеть, вот что мне платно, вот что бесплатно. Вот это Я где-то вам висит, скажу, чтобы это куда. можно увидеть. Первый шаг, который человек приходит по вот этим вот услугам, он обращается в отдел кадров, где у него лежит прейскурант, стоит кассовый аппарат и ведется учет денежных средств. На месте здесь ничего не принимается, все поднимается в бухгалтерию. Памятка, Здесь не листик. производится оплата, потому здесь и нет памятки. Ваша заработная плата какая? Вот, Сейчас видите, подняли нам зарплату 14 с чем-то где-то. Вы считаете, что это нормальная зарплата для медицинских работников? Как вы оцениваете? Ну, не знаю, всегда хочется побольше, чтобы была зарплата. Вы наверняка вот и дело врачей слышали, и вот эта ситуация с тем, что коррупция есть, и не только в медицине, да? Но как вы считаете, чтобы достойно медик получал, сколько должна быть зарплата медика? Сколько медиков? Да, На 30, наверное. минимум. 35. Можно вот сюда прийти, все необходимые анализы здесь дать? Все мы не Или- можем или сделать, только вот основные анализы. Это какие? Это значит клиника, общий анализ крови, мочи, биохимические основные анализы. Микроэлементы там мы не можем делать. Ну, основные заболевания. На территории городской поликлиники находится 15 школ, профтехучилища, медучилища. Раз в год, это весенний-осенний период, мы проводим медосмотры. Нет, осенний период, осенью. В сентябре мы начинаем проводить медосмотры. В результате медосмотра выявляются больные дети, которые берутся на учет. Затем они вызываются на дообследование и дальнейшее лечение. Помимо школьников у нас проходит диспансеризацию инвалиды войны. Их более 500 человек. 3 раза в год они должны пройти обследование полностью, ну, в том объеме, в котором мы имеем в поликлинике. Это обязательно лабораторные исследования, рентген-обследование и УЗИ-обследование. Спонсоризация – это одна из таких вещей, которыми медицина может похвастаться. Да? Да. Не все страны это проводят, делают. Насколько эффективно она проводится? Как активно люди приходят? Активно. вообще? Ну, конечно, это эффективный метод, особенно это касающийся подростков, потому что на раннем этапе выявляется патология и проводятся затем соответствующие методы обследования и лечения. Ну и инвалиды войны, и хронические больные, больные сахаром, как бы поддерживается этот уровень, лишь бы не было бы ухудшения состояния здоровья на том хотя бы уровне, на котором вот он есть. Ну, некоторые не любят это, некоторые очень даже любят. Конечно, это хороший метод на раннем этапе выявить патологию, потому что на раннем этапе все легко. И легче будет и его и вылечить, и соответствующие там, если это оперативное лечение нужно, или медикаментозное, конечно, на раннем этапе всегда легче лечить. Но сейчас такой программы нет. Программы нет, но диспансеризация из года в год, это еще со времен Советского Союза она была, есть и продолжается. Ее никто не отменял.
Привычка оплатить за все, она иногда исходит от того, что люди считают, что обязаны это делать. Знание своих прав, напоминание об этом – важная информация. Вопрос контроля за деятельностью в медицине остро стоит в настоящее время, и мы попытались провести небольшое исследование, чтобы понять, каково мнение общества по этой проблеме. Наша главная задача все-таки знать мнение граждан, мнение пациентов. Ведь когда делаешь обычный опрос на улицах, люди иногда не хотят открыто говорить о реальной ситуации, поэтому в этом случае анонимный опрос в социальных сетях более информативен. Итак, актуальна ли тема коррупции в Абхазии, был наш первый вопрос. Почти 74% считают эту проблему злободневной. Остальные тему коррупции считают очень актуальной. Таким образом, подтверждаем мнение о том, что явление невыдуманное. И только 6% участников опроса считают, что больше всего коррупции в медицине, а вот 90%, что коррупции много, особенно среди чиновников. О том, как столичный Горздрав контролирует подведомственные медицинские учреждения. С этим важным вопросом мы обратились к Ирме Воба. По поводу гуманитарной помощи. То есть вся гуманитарная помощь на сегодняшний день, та же неправительственная организация, да, там ЮНИСЕФ, ЮНДП и все остальные, точно так же и диаспора идет, там турецкая, всю гуманитарную помощь приносит Министерство здравоохранения. Ну, непосредственно, значит, конечно, само собой, они обеспечивают и город, они обеспечивают с этой гуманитарной помощью. Ну, в основном, я думаю, препаратами они обеспечили стационарные наши лечучреждения в основном. И вот это Министерство здравоохранения делает такую помощь. И выдает периодически, значит, нам средства за обеспечение препаратов. У нас возникали очень много разговоров и вопросов, связанных с населением. То есть они изначально, когда уже началась наша эпидемия, ну, каждый звонил и спрашивал, обеспечивают ли амбулаторных больных препаратами, какими-то, ну, курсом лечения. Вот. И, честно говоря, судя по тому, как на сегодняшний день у нас заложен бюджет, то есть мы все свои силы направляем только на стационарные подразделения. То есть у нас идет инфекционная больница, которая на сегодняшний день полную мощь работает с ковидными больными. Вот. И в основном вся сумма уходит в бюджеты на приобретение препаратов, этих дорогостоящих препаратов, которые на сегодняшний день обеспечиваются все больные, все пациенты инфекционной больницы. Точно, но также мы обеспечиваем, конечно, и вторую горбольницу. Они еще делают и анализы крови, то есть биохимические и клинические анализы. Это по необходимости. Если врач назначает тебе на сегодняшний день сделать ПЦР-анализ, сделать анализ крови, это все делается в инфекционной больнице. И я хочу отметить, что это бесплатно. Люди думают, вот сколько там платно, не платно. Нет, это все бесплатно. Что касается ковида, у нас все бесплатно. Даже что касается соматических больных, я сама как бы, да, стараюсь контролировать эту ситуацию. Вроде как бы мы пришли к какому-то результату, конечно, все бесплатно, но есть моменты, есть кабинеты, которые официально зафиксированы уже как платные кабинеты. Вот. Ну, это получается частично платные кабинеты. Каким образом? Это государственное, да? Вот они оплачивают, да, аппараты все государственные. Мы лабораторию мы обеспечим. Это не только первой поликлиники, все лаборатории мы обеспечиваем реактивами. Вот. Если они в лаборатории как бы, да, берут какую-то сумму денег, это значит, это за счет того, что они еще как бы мы, видимо, насколько я понимаю, видимо, мы не довозим те реактивы, которые как бы нужны для полного обследования, что-то они закупают. Ну, это с их слов. Это так получается. Ну, вот четкий контроль все-таки, вот куда, как эти деньги расходуются. У вас была вот такая проверка? Проверка, куда эти деньги расходуются, мы как бы, у нас есть формальная, да, касса, которая, ну, есть касса у нас на сегодняшний день.
Именно первой поликлиники, значит, это все, что собирается, да, в течение там, месяца или 10-15 дней, они вносят в кассу в спецсчет, а потом уже мы доплачиваем им зарплату, доплату к зарплате с этих денег. И еще мы оплачиваем их мелкие расходы, там всякое бывает на хозрасходы, хотя мы обеспечиваем город, сейчас в полную мощь обеспечивает, то есть и хозтоварами, и канцтоварами, и средствами, в общем, все, что на сегодняшний день полагается для медучреждения, все выдается. Дальше контроль я стараюсь вести, но я каждый день не могу там находиться. О платных, да, частично платных услугах. Это касается категории иностранцы, например, туда, да? Не граждане Абхазии. Да, иностранные граждане, которые иммиграционная служба, в общем, иммигранты считаются, могут, да, вот, и туда входят профосмотры. Насколько я понимаю, есть госучреждения, которые должны в год один раз проходить профосмотры, медосмотры. Вот это все у нас проходит. Возвращаемся к нашему опросу. Примерно половина опрошенных считает, что бороться с коррупцией нужно, возвращая средства и конфисковав украденное имущество. 25% за уголовную ответственность с максимальными сроками наказания и примерно 19% за лишение права занимать руководящие должности. Но борьбу с коррупцией нужно начинать с чиновников, считает подавляющее большинство участников опроса. Те анализы на сегодняшний день делаются по ковиду, биохимические и клинические анализы, они очень дорогие, реактивы очень дорогие. Вот. Мы вообще, честно говоря, я даже хочу сказать, что мы себя ведем как самое богатое государство в мире. Вот. И это один человек у нас обходится до 5, 6, 7 тысяч по анализам. Вы представляете, сколько анализов они пропустили, это на сколько тысяч человек и сколько анализов они пропустили. Какая схема получается? Город столько денег тратит, плюс люди жалуются на то, что мы платим. Да. И вдвое увеличивается, получается, расход на куда это все уходит? На развитие здравоохранения точно не уходит. Я сейчас не говорю вот только репрессий, да, в отношении медиков. Да, во-первых, надо разграничить, есть медики, которые добросовестно работают, есть кто, как и в любой профессии. Но что надо делать помимо репрессий? Вот. Это же не только репрессивными методами. Я считаю, что нужно ввести все-таки какие-то официально платные услуги именно в приемных отделениях, да, когда уже первоначально человек приходит, чтобы он уже понимал, да, за что он заплатил и за что он заплатил. Вот в таком виде. Вот. Но это все зависит от государства, как поставит нашу задачу перед нами, точно так же мы будем действовать уже в дальнейшем. Это зависит от государства. Во многих странах при Минздраве и правоохранительных органах организованы телефоны доверия по вопросам профилактики коррупции. Мы не любим открыто говорить о нарушениях, играют роль ментальные особенности. Но тем не менее, эта информация заинтересовала. Есть ли такие телефоны при Минздраве Абхазии, были ли обращения и какова реакция руководителей ведомства на жалобы? Всегда было можно, но только никто не обращается. В Минздрав по поводу коррупции. В Минздрав обращаются по поводу помощи медикаментами, по поводу лечения. Коррупция ведь понятие достаточно широкое. Если вы имеете в виду коррупция, когда у больного требуют или вымогают деньги за операцию, лечение там, и еще за что-нибудь, тогда да, это, наверное, имеет место быть, но к нам по этому поводу не обращаются. Но если кому-нибудь интересно, куда можно обратиться, я могу назвать телефон 226 1077. Это примерно Минздрава. За последние, к примеру, 5 лет ни одного обращения от людей. Во-первых, я здесь работаю не 5 лет, я здесь работаю без малого 6 месяцев. И за этот период, чтобы кто-то обратился ко мне лично,
не было ни единого случая. Прерогатива борьбы с коррупцией – это все же не Минздрава и не ведомство профильного. Это правоохранительные органы. Да, но все, что происходит в подведомственных вам учреждениях, ответственность несет в том числе и руководство Министерства здравоохранения. Конечно, согласен. Но вам еще раз говорю, я лично с подобным явлением, ну, в смысле жалобы, приходил кто-то, просил помочь, чтобы его приняли без денег, с него требуют. Не было у меня лично ни одного случая. Но то, что это имеет место быть у нас в Абхазии, в наших больницах, в наших учреждениях, я не сомневаюсь. Сегодня все чаще мы говорим о борьбе с коррупцией в медицинской сфере, однако отношение к ней пациентов неоднозначно. Некоторые считают, что сегодня без материального вознаграждения невозможно получить качественную медицинскую помощь, и благодарят медиков за надлежащее исполнение своих обязанностей. В борьбе с коррупцией надо уменьшить выгоду для обеих сторон, участвующих в коррупционной сделке, сурово и наглядно наказывать за причиненный ими вред и, наконец, создать атмосферу общественного неприятия явления.